Всем доброго утра. Доброе прекрасное утро. 24 сентября. Теплынь. Ночью было тепло. Машкара задолбала, даже не уходила. Правда, вот на лодке роса, обильная роса. Так что день сегодня обещает опять быть жарким. Проснулся где-то час назад. До 4 еще было темно. Встал, потому что я вчера не почистил, вечером рыбу оставил. А так как день обещает быть жарким, встал пораньше, почистил рыбу. Где-то на это ушло около часа. Почистил, помыл, подсолил немножко. Все четко. Денек обещает быть прекрасным. Так что сейчас идем завтракать и будем заниматься делами. Сегодня вечером выезжаем домой. А прежде чем попасть домой, у нас в планах съездить на бор, посмотреть грибы, собрать ягоды. Ну и, конечно же, половить окуня, потому что вчерашний клев был действительно вот такой. Тут возле избы тоже кипит вовсю работа уже. Готовится завтрак туриста, не туриста, или авантюриста. Доброе утро, Сергей Юрьевич. Бурасов. Бурасов. Что в этот? Котлеты? Все в одну кучу? Да. Можно тоже напополамить. А яйца и котлеты все в одну кучу. Ого, черемоничай. Да. Люди уже кто-то проснулся, на лодке ездил, да? Все. Рыбу домой везут. Ходил на озеро. Здесь рядом озеро. Посмотреть кряку. Уток нет вообще. Хотя на Печоре ее валом. Просто стаями по 30-40. А то и больше штук летают. Пока вот чистил утром рыбу. Стайки 3, наверное, пролетали. Ствол был рядом, но боятся лодок и обходят стороной. Или по лесу обойдут, или по центру реки. Вот поднимается лодочка. Сейчас посмотрим, что там, кто там поднимается. Все, посмотрим, кто едет. Вообще неправильно едет. Кумеры. И что там, мелко что ли? Да. Вот эта вот коса идет. По центру Печоры. Надо было туда и я не узнаю его в гриме. Коня Рейта Бракаб местный. А, верно? Не, это вообще не наша лодка, это тимушбургская лодка. Это не с Покчи и не с Русанова, точно. Зеленая лодка, светло-зеленая, это не наша. Туда погреб, потом сюда погреб. Он не знает, где ехать, наверное. Надо ему там было ехать. Естественно. После песка. Туда, на ту сторону. Вон, видишь, ведь как коса заканчивается? Смотри. Центр Печоры. От волны, видишь? Печора, да? Хрен проедешь. А вода, походу, Разворачивайся, езжай назад. А вода, походу, прибывает, слышь? Прибывает. Потому что песок плывет на этом, по воде. Сейчас, смотри, сейчас. Сюда поедет. Опять врежется. Тут вообще не проедет он. А он, наверное, к нам зайдет, чай пить. Не. Навряд ли. Ух ты. Что она? Он думает, что здесь глубже, что ли? Я не знаю. Он зря так думает. Тут еще мельче. Студент. Нет, это уже пенсионер. Он пытается проскочить, а как он будет проскакивать? Куда он едет? Он думает, там Печора может. Куда же он едет? А он едет в тупик, в западню. Это точно не местный. Куда он едет? Я не понимаю вообще его. О, встал, думает, опа-на, песок. А как он собирается доехать-то до места, если он здесь даже заблудился? Я хрен его знает.
Надо помочь мужику. Может, сетку хочет кинуть? Да, конечно, сетку. Да не знает, где ехать-то, он сейчас будет там перетаскиваться стопудово. Да не. Ну нет-то. Сейчас увидишь, сеточку планируешь выгнуть. Посмотрим. Какую сетку он? Сейчас подъедет, скажет, мужики, вы как проехали? Я же ему помахал, бля, он не остановился что-то. Это вообще не местный чувак. Снизовий. С Вуктыла. Как-то вот так. Не зная броду, если ты не знаешь фарватера, вообще невозможно проехать, получается. Вон, смотрите сами, вот идет коса. Ее на моторе не переехать. Даже я на Уралке не перееду. И вот она идет практически до противоположного берега. То есть по косе, если идти, можно речку перейти. Да. По-любому, в броднях. Сейчас объясним мужику. Да. Объясни, что ниже туда и между вот этим и песком вот там он, чтобы ехал. Между этой косой и вот этим песком. Остановись, поймать. Нет, пусть поблуждает. Если он даже не смотрит в нашу сторону. Догадается же, наверное, объехать сейчас. Наверно. Вон сейчас-то видно, видишь? Ага. Вот, пошел объезжать. Он сейчас с той стороны ближе к берегу уже взял. Да, сейчас там будет мелко. Там вторая коса справа пойдет. Вон Ему она, сейчас... видишь ведь? Видишь? Да, вижу. Ему надо сейчас левее. То есть правее, ближе к нам. Относительно его правее, да. Там, Сейчас там, на вторую косу справа он заедет, видишь, блин. там коса, сейчас для него опять речка закончится. Он какой-то вообще чудной, блин, мужичок. Нет, а косу-то ведь видно, что он у нее прет-то. Это тебе видно, а ему-то не видно. Тоже мел. О, все, прибыл. Все, Езжай разворачивается. вниз, там глубже. Он что, с Нарьян-Мара едет, что ли? Я хрен его знаю, это вообще не... А может это Федор Конюхов? Федор Конюхов? Да. У Федора Конюхова... Круглосветное путешествие решил. У него хотя бы, может, навигатор есть. Ну, не навигатор, а этот как он. Конюхова голова работает. Вот сейчас поднимайся. Поворачивай, блин. О, вот этот фарватер. Вон еще, видишь, отталкивается еще шестом, блин. Все, пошел. Доставу будет на месте. Блин, говорят, дорогу не знают. Видишь, на полном оборотах еще, блин. Таким по ночам надо ездить. Ночью вообще стряги тут где-нибудь. Приехал бы он в Курюгу, прям вовнутрь бы заехал. Всё, хана. Все, пошел. Сейчас, наверное, и там ведь стрянет наверху. Там ведь тоже мелко. Он сейчас заденет. Должен. Пластикового добавил, нет? Да. Ты коммунист, а? Но не говори. Ладно, буртой странник. Торчит уже во все. Скоро будем кушать. Где еще так покормят? Да, с дымком, с машкарой.
С копченостями, да? Как блюдо называется? Гоголь-моголь. Приятного всем аппетита. Бонжур. Так, рано сколько время? Ну-ка, наружный джерли. 6:45. 6:45. А? Кадит буну мажа. Естественно. Так рано я еще не завтракал. А если вот постоянно так вот на выездах привыкаешь, и потом уже как будто так и надо, да. Ну, Вот я так. на скамейку, что ли, падаю. На скамейке я думал, это просто выше, не? Как копченые, как шашлык, да? Котлеты получились. Обалденно. Сегодня утро, да? 10 градусов тепла. А ночью было, ну пусть 6, наверное. Не меньше, да? Не, так и было 10. Там, в тенечке, типа, скажем. Ну, вот уха была на улице. Не ледяная ни хрена. Не горячая, не теплая, но приятная, так что. Видимо, опять голодный останется. Сковородку. Опять скажут, Комербак себе поставил сковородку. Уж там стоит. Ну, В этом деле главное долго не болтать, надо быстренько тогда. Дын-дын-дын. Ну, оформим. Это что мене Саня Калиновский вали сядет, сидит, ждет, пока я приготовлю, пока свет, пока аппаратуру, пока то да все. Он постоянно со мной. А кто первый раз, пока я готовлю, хоп, прихожу, уже кастрюля пустая. Сковородка. Блин, машкара опять залетела. Видишь, говоришь, спираль не надо зажигать. Так это она не залетела, она с нами зашла на одежде. То будем спираль зажигать, не? нету никого. Или как-нибудь. Так, что у нас сегодня по плану? Ягоды, да, сейчас с утра? Сходим, ягоды Брусника, да? Пока не унесут оттуда. Да. Не вынесут, вернее, машкара. У меня антикомаринты есть, если что? У меня тоже есть. Что, он рюкзаки. помогает? Мгм. Ну. Еще бы сказал, у меня есть антикомарин дома. Равносильно этому. Нет, они налетают, на руке остаются, вот руку пшик-пшик, и они дохнут сразу и все. Но все равно, каждый вздох, это они в легкие, Да. в глаза, они залепляют все, и невозможно Конечно. дышать даже. А в сетке антимоскитные, вот, сам дышать не можешь, блин, тоже не то, не все, блин. Так они и проходят ее, наверное. Мелкая, да, мелкая еще через сетку проходит, получается. Ужас, блин. Раньше вот осенью, да, вот в это время мошкара появлялась. Сейчас же они начинаются с мая, только снег уже выходят с комарами, блин. Только крупнее они поначалу. Другая порода вывелась. Не, ну... Говорю, летом приезжал ко на рыбалку. Ни комаров, ни машкары вообще никого не было. Прохладно Класс. было, Не, жара стояла. Ну, в жару-то нету. В жару только слепни могут быть. В этом Да, году тут всё- вообще никого не было. На удивление, мы что тут ходили, моя говорит, нихера себе, говорит. Что, у вас тут даже, говорит, комары не водятся? Я говорю, где мы с Серегой, на радиус километр никого нету. А видишь, осенью машкара. Основное комариное царство-то это в июне. Потом после июня-то так много нету комаров. А где же говорят? В Яхше говорят, комаров нет от радиации, да? Типа кто-то Ну, говорил? да. Я что-то в Яхше был, вроде комары есть там. Может в этой чисто зоне, где вот взрывы были ядерные, может там? Нет, я не знаю. Я тоже не знаю. Я бывал так. Ну, не, летом. Осенью был. Зимой был. Чуть бы не было. В гости кто-то собирается. Найн. Так, ну что, завтракаем, мы выдвигаемся. А вечером все равно надо будет это еще покидать, наверное, если так же будет. Мне понравилось. Не будет такого все. Это, наверное, вода шевельнулась на прибыль, а с реки, наверное, пошел, рыба туда пошла, в Курью просто.
И косяком идет. Что? Я думаю, еще будет. Так быстро не уйдется. Так что я так думаю, сегодня мы еще увидим рыбалочку. Итак, друзья, мы уже на реке, сплавляемся. И у меня уже есть первый улов. Вон, поймал хариуска. Вот такого. Чуть меньше, чем вчера был. Но это уже хариус. Так, ножик убрать надо. Пока никуда он не выпал. В общем, сплавляемся, посмотрели. Серега говорит, заметил хариуса. Покидали, один взял. Сегодня, надеюсь, качество у нас будет в лучшем виде. Нашел эту камеру все-таки. Оказывается, была в пакете, в коробе. Как я вчера ее не заметил. Ну ладно. Я так думаю, что-нибудь да там получилось. Это мы уже посмотрели. Продолжаем кидать. Скоро будут каменистые. Кстати, вот здесь, как ни странно, хариус попал на песке. Так что совмещаем полезное с приятным. Экономим бензин. Продвигаемся к месту рыбалки, к месту сбора ягод. И в то же время обкидываем. Сейчас идет вот такой типа плес. Глубина метра где-то 1,5. 2 бывает местами. Где-то меньше. Но все просматривается. Небольшой галечник. Сейчас через где-то метров 300 будет типа переката что-то. Я так думаю, если хариус сделал на песке, то возможно возьмет и на перекате. Жалко, что тройничок у меня обломанный, только 2 крючка. Ну, клюнул, и то хорошо. Вот такая вот блесенка, сейчас покажу. Что за блесна, даже не знаю. Не знаю, даже типа мэпса, наверное, что-то. Я ее просто начистил ножиком и сделал полоски. Ножиком тоже. Работает. Вчера накосил окуня на нее. Опа. Сегодня хариуса поймал. Нормально. Все. Течение потихоньку начало ускоряться. Появились камушки. Это значит, что можем поймать еще хариуса. Палочку сейчас уберем, чтобы не мешалось. Так. Вода пошла на прибыль. Опять пошла тина по реке. И моментом перестает вертушка крутиться. Так, ладно, друзья, до первой поклевки. Начало есть. Полностью просматривается дно. Я не знаю, видно вам, не видно. Но я уже заметил одну, потом вторую поодиночке. Только не понимаю, сиг или хариус таких средних размеров. Больше похоже на сишка, конечно. Главное, поодиночке. Ни стаи, ни стайка, ничего. Одного заметил, потом второго. От лодки отходят. Глубина тут 2 метра. И все чисто, все хорошо, полностью просматривается. Налима что-то не видать. Надо, наверное, все-таки вода начала прибывать, попробовать поставить как-то. На этой неделе, наверное, выставим продольники пробные. Попробуем. Чем черт не шутит. Время уже конец сентября. Пора. Так, поклевок больше не было. Сейчас скоро перекат. Может быть, там что-нибудь клюнет. Была поклевка хариуса. И потом веду блесну и смотрю, гонятся.
Две штуки, один помельче, второй покрупнее, два хариуса. Но что-то не берут. Отчетливо видел. Один такой, второй такой где-то были. И поклевка была. Они просто сопровождают блесну, но не берут. Что-то им нет активности. Этим объясняется, что проплыл такой участок. Вот он плещется. Можно попробовать достать мушку, конечно. Покидать. Тут типа перекатик. Помельче немного. Глубина около метра. Ну такой, не бурный. Засыпанный уже. Была поклевка окуня. Прям видел две штуки крупные. Вот два хариуса. Вот видите, нет? Вот они. Вот. Подходил 3 раза к блесне. Но так и не взял. Сейчас попробую. Что-то блесенка моя не нравится им. Подходят, главное, сопровождают, но не берут. Все. Вот он сам перекат. Мелко здесь уже. Скоро, наверное, заденем. Хариус есть. Но что-то не берет. Так, ну что, перекат мы проехали. Сплавились почти километр. Около километра. Пару поклевок. Что-то он неактивный. Поехали-ка лучше соберем грибы, ягоды, а потом уже попробуем порыбачить, чтобы не чистить рыбу, а сразу свеженькую привезти домой. Погнали. Налима тоже что-то не видать. Сколько сплавился, не видел ни одного налима. Это не осень, друзья, это жаркое лето. Если бы не мошкара, можно было вот здесь лечь на песочек, раздеться и позагорать. Больше 20 градусов на солнце, это точно вот такое вот палящее солнце. И это 24 сентября 2023 год. Не знаю, я такого так не припомню, честное слово. Блин, такой крутой подъем. Но где-то надо его штурмовать. Саня с Серегой уже, лодка стоит, пока сплавлялся. Уже поднялись. Где-то надо и мне найти дорогу. Фу, блин. Что лодку не там оставил, где надо. Пришлось потопать пешком. Все, давайте пробовать здесь, наверное, штурмовать. Более-менее что-то похоже на тропу. Или вот там она, я не вижу. А, вот она. Вот она, тропа. Да. Мужики тоже здесь поднялись. Фух. Я уже употел. Вон, да, вон следы. Ну что, посмотрим, что мы соберем. Взяли ведерочко для брусники. Взяли ведерочко для грибов. Не знаю, что получится, но попробуем. Если сказать честно, никакого желания нет. Но надо. Хотя бы еще ведерочко брусники собрать. Потом, может быть, уже будет поздно. Все-таки рано или поздно заморозки ударят. И там уже не пособираешь. Ну вот и первый белый гриб. Здоровенный белый гриб. Пацаны оставили здесь крышки.
Сколько раз за лето мы поднимались сюда? Раз 5. Так, ничего не нашли. Сначала вон. И пошла уже брусничка. Пошла брусничка. Так что, ладно. Пройдемся сначала, немножко отдышимся, потом уже где-нибудь найду полянку и буду собирать. Первый белый гриб уже. Ух ты, какая хорошая. Вон брусника. Одиночные кустики. Да нет. Ну чё? Ладно. Немножко прогуляюсь, потом уже начну собирать. Вон. Еще белый гриб. Вот он уже прогнил. Там еще вот белый гриб вижу. Да их тут повылазило вон сколько. Тоже все старые уже. Вон белый. Вон белый. Свежих нету, походу. Белый гриб был. Вот они, белые грибы. Но все уже старые. Машкара одолевает. В общем, здесь такая же картина. Огромное количество вон белых грибов. Везде и всюду вон. Везде вон. Их просто повылазила огромная куча. Но они все старые. За ними надо было просто стоять запах гнилых белых грибов. Они все уже прогнили. Вот так вот ждали все лето. Они повылазили очень быстро и прогнили. Ну зато вот есть брусника, которая уже почернела. И это радует. Так что вот будем собирать сейчас такую черную, вкусную, сладкую чернику. А грибочки, ну, может быть, пару свежих молодых, может, и найду. Вот как это. Ну, тоже уже червивый. Ладно, не будем терять времени, начинаем собирать ягоды. Сегодня о броднях, так что буду ходить как медведь. На коленях. Антикомарин совсем мне уже не помогает. Вроде уже обрызгался полностью с ног до головы. Рифтамид, усиленный, херня это все. Ни хрена не помогает. Ладно, вон. Брусника есть. Но это одиночная и не такая крупная. Надо все-таки походить, наверное, поискать хорошую полянку. Так дело пойдет быстрее. Фу, я не знаю, видно вам, не видно это в камеру. Но я не вижу даже ягод через этот рой мошкары. Теплынь и ни капельки ветра. Полный штиль. Да, есть черника. Вот, ой, брусника. Вот ее валом тут. Я-то думал, уже все собрали. Вот. И очень-очень много. Вот она. Вон, если вы видите, вон. Вот и очень много. Собирай не хочу. И на самом деле получается так, что я уже ни хрена не хочу. Потому что это невозможно. Не знаю, сколько еще выдержу. Но я упрямый.
хотя бы одно маленькое ведерочко я соберу. Вот. Прислушайтесь, я слышу их хорошо. Стоит просто гул. Ужас. Все. Выключаемся, убираем камеру, не до съемок. Просто адские условия. Ну, я пособираю. Ужас, что творится. Это не мушкара. Это звери, бля. Вон, никакой антикомарин не помогает, вон. Они на него лезут и лезут, как будто хотят, не знаю что. Наверное, это уже перед морозами. Фу. Ой, ужас, не знаю, я, наверное, долго не выдержу так. Блин, только здесь прошу. Я, наверное, долго так. Фу, бля, не выдержу. Если морда кирпичом, машкара нам нипочем. В общем, друзья, собираем ягоды где-то уже около часа, может быть, не знаю, не засекал. Потихоньку начинаю привыкать к этому жужжащему рою. Пока не залезут в глаза или в дыхалку не запрыгнут, жить можно. Если обмазался, кусаться толком не кусаются, просто по тебе ползают. Если сюда приехать толпой, ну, человека 3-4, скажем, всей семьей, денек пособирать, денек, с обедом, с костерком, в такую погодку. Ну да, машкара, был бы еще ветер, чуть прохладнее, вообще красота. Не сухая погода, ягода сухая, вообще прелесть. Вот комбайном, ну, раза в 2-3 быстрее, наверное, получается, чем вот так вот, раз, два, три. А тут раз, и все. Спина уже не держит, стою на коленях. Конкретно не засекал уже, сколько набирается наберушка. Все зависит от места. Найдешь место хорошее, быстро наберется. Бывает, местами вообще нет. Идешь. Опять нашел кустик 2. Опять комбайн накидал. И очень удобно, не надо с собой таскать ни ведра, ничего. Я не представляю, как я раньше собирал ягоды без комбайна. Брусника уже спелая, черная. По коме это называется счет-пул. В дословном переводе черная брусника. Вот именно такую бруснику в конце сентября всегда собирали. А не в августе, не в начале сентября, как красную. Только-только белобокая красная брусника уже пирати собирают. Вон. Пол ведерочка 10-литрового уже у нас есть. Фу, весь уже употел, весь мокрый, но упрямый. Как минимум одно ведро 10-литровое я сегодня все равно соберу, что бы то ни стало. А если солнце спрячется и пойдет ветерок, если будет хотя бы немножко поменьше машкары, можно будет сходить на речку, отдохнуть, попить чайковского и еще одно ведерочко собрать. Будет видно. Сами Серегу пока не видел. Где-то здесь, на этом бару, наверное, если, может быть, у них хорошие места есть уже. Посмотрим. Как бы не сплошняком, но, как мы видим, я тоже не без брусники собираю. И рыскать по бору в поисках еще лучшего плантации не собираюсь. Нашел, собрал. Черная, спелая. Что еще надо? Да, бывает местами не такая крупная, но ничего страшного. Сухая ягода переберется махом. Прокатим по наклонной. Иголочки, листики, все останется, чистая ягода будет. Так что, как говорится, куй железо, пока горячо. Собирай ягоды, пока есть возможность. Что мы и делаем. А рыбу мы уже поймали, ведерочка. Вечерком, я думаю, еще половим свеженькую перед уходом. А первые заморозки серьезные, минус 5, минус 10 ударит, вот не дай бог. И все, пипец будет этой брусники. Вот так вот ее уже будет не собрать. Она вся будет заморожена. Так, что, собрали участочек. Еще пропустили.
Идем дальше. Он рядом с рекой, рядом с дорогой. Далеко даже идти не надо. 3 шага сделали, вот опять. Опять брусника. И пошли опять собирать. Красота. Так, звонили. Серега звонил. Ведра у них уже наполнили. Уже пошли на речку. Еще немножко осталось. Пару комбайнов. Ветер немного подул, поднялся, но немножко стало мошкары меньше, но буквально немножко, совсем немножко. А на реке, наверное, хорошо, так что добиваем свое ведро. Фу, бля. И тоже пойдем на речку. Хватит на сегодня. Как-нибудь другой раз. Без мошкары. Ни много ни мало. А ведерочку мы почти наполнили. Не, вернее, не почти, а сейчас, если сейчас комбайн высыплю, посмотрим. Все равно упрямость хорошая черта. Вот. Так. 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 Блин, еще один комбайн. А нет, все, хорош. Как раз крышкой не будем давить ягоду. Все, полное 10-литровое ведро. Еще буквально пол комбайна, может быть, по пути нащелкаю и будет полный. И все-таки мы это сделали. Несмотря на рой мошкары, несмотря на жару 24 сентября. Собираем бруснику, ловим рыбу, отдыхаем на природе, дышим свежим воздухом. Все культурно, все хорошо, все прекрасно. Скоро зима. Пошли на речку ловить рыбу дальше. Ну вот и долгожданная наша Печора. Едут 2 лодки, деревяшка и это казанка. Вон Серега с Саней рыбачат. И самое главное, ветер. Подул ветер, и можно вздохнуть полной грудью. Фу, выжили мы в этом краю мошкары. Где ж ты раньше ветер был? И вот она. Вот он, момент истины. Ведро мы все-таки добили. Полное. Теперь уже точно полное. Пол комбайна не хватало тот раз. Счет пул. Созревшая, сладкая, вкусная брусничка. Все-таки мы это сделали. Ведерочко мы собрали. Енскаден. Все. И более-менее вот таких вот взял 3 белых грибочка. Вон. Ну это ни о чем, ладно. Может быть, порежет, повесить, сушить куда-нибудь, не знаю. Выкидывать уже не буду, если уже до сюда принес. Все. На сегодня с лесом все. Осталось, не знаю, будет, не будет ловиться. Попробуем еще половить рыбу. Поймаем хорошо. Нет, так нет. Мы уже вчера поймали ведерочку. Все. Спасибо этому бору за ягоду. Спасибо за мошкару. Все прекрасно, все хорошо. Погнали. Ох, ветер, ах, ветер, 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 ветерочек. Главное, чтобы слишком сильно не подуло. Чтобы волны не было. А то просили ветра, на тебе ветер. Опять недовольна. Так, я, наверное, уже немножко перешел. Ладно. Спускаться, не подниматься. Попробуем спуститься прямиком.
Ну да. Подняться было бы сложнее сюда. Вот такие вот крутые берега. Ну все. Ну что, клюет? Спортивная рыбалка. Так, попробуем встать сюда, чтобы не кидать якорь, заехать на берег, если получится. Так, если отсюда не снесет, попробуем здесь. Достаем свою блесенку. Здесь. Ну ведро 20-ка, внутри 10-ка. Я для грибов брал 20-ку, а грибы все сгнили уже. Ну они старые уже. Я 3 грибочка нашел, и то уже не те. Надо было неделю назад сюда. Вот сейчас вот такой ветер не нужен. Что-то поймали. Сейчас такой ветер точно не нужен. Но он есть. Так, поменяли место дислокации. Думаю, здесь немножко глубже. Заехал он прямо на берег. Попробуем покидать здесь. Но что-то поклевок нет. Что, вообще не клевало? Половили? Семь штук. О, уже не каждый заброс, как вчера. Он сегодня не такой, как вчера. Вчера он был голодный, а сегодня он злой. А куда? Надо искать. Надо искать.